Ранее занимающего адвокатской деятельностью не были осуждены за политически мотивированную деятельность. В Таджикистане полностью соблюдаются права адвокатов и журналистов, и никто из их числа не был привлечен к уголовной ответственности за свою профессиональную деятельность. Такое заявление прозвучало из уст представителей таджикского правительства во время онлайн-конференции Совета по правам человека ООН по Таджикистану 5 ноября. Заявление стало ответом таджикской стороны на критику в адрес доклада таджикских властей по соблюдению прав граждан в стране. В частности, представители ООН и ЕС отметили, что в стране преследуется политическая оппозиция, а также независимые журналисты и адвокаты. Кроме того, рабочая группа ООН по произвольным задержаниям признала политзаключенными и призвала освободить десятки осужденных, лишенных свободы в Таджикистане. Однако таджикские власти категорически отвергли все обвинения в свой адрес, заявив, что осужденные, включая адвокатов и журналистов, которые рассматриваются другими странами как политические заключенные, были наказаны за совершение уголовных преступлений, а в стране якобы нет никаких проблем с соблюдением религии, с доступом к информации и интернету, а также с оппозиционной деятельностью. Ни одного лица, ранее занимающегося адвокатской деятельностью, не было осуждено за политически мотивированную деятельность. В Республике Таджикистан журналистская деятельность свободна. Права и свободы журналистов, свобода мнений и информационный плюрализм полностью гарантируются и охраняются большим пакетом национальных и международных документов, принятых Таджикистаном, заверял представителей Совета ООН по правам человека министр внутренних дел Таджикистана Рахимзада. Однако правозащитники приводят массу фактов, опровергающих данные заявления. Например, известный таджикский адвокат Бузургмер Хьоров был осужден на 28 лет лишения свободы за свою адвокатскую деятельность по сфабрикованным обвинениям в мошенничестве и подделке документов. Шухрат Кудратов – один из немногих правозащитников в Таджикистане, который защищал оппозиционных деятелей, пострадавших от пыток, и лиц, обвиненных в так называемом религиозном экстремизме, также в 2015 году был осужден на 9 лет лишения свободы по сфабрикованному обвинению в мошенничестве и даче взятки. Руководитель Московского правозащитного центра Тоджикон Иззат Амон, часто критиковавший режим Рахмона, был приговорен в октябре 2021 года к 9 годам лишения свободы якобы за мошенничество. دادگاهی که مقصد دادرسی که امروز غیر قانونی پدری مرا 9 سال زندان کرد با جوابگری کشان